Дорогие телезрители, дорогие друзья, сегодня для всех нас радостные и торжественные события. Сегодня Рождество Христово. Это событие очень важное, значительное не только для христиан православных, тем более уже западных христиане для себя это событие уже провели, не так давно отметили. Сегодня Рождество для православных христиан, для другой большой части христиан, православного вероисповедания являющиеся. И сегодня мне бы хотелось вновь вернуться в историю, вернуться вглубь веков и еще раз остановиться, каким же образом произошло, со слов евангелистов, это событие, которое изменило коренным образом судьбу человеческого рода, изменило коренным образом ход самой истории. Евангелист говорит о том, что события Рождества Христова произошли несколько тысячелетий назад, во время правления императора римского Октавиана Августа, который издал указ о переписи населения. И согласно народным иудейским традициям, все проживавшие на территории Палестины для переписи должны были вернуться в свои некие исторические дома, в те места, откуда их род вообще происходил. Поэтому Святое Семейство во главе с Иосифом, с Марией, который уже приближался срок к родам, были вынуждены вернуться в город Вифлеем, поскольку праведный Иосиф происходил из царского рода Давидова. И к тому времени, пока Святое Семейство добирается к этому месту, как выяснилось, все более-менее пригодны для остановки будущей матери, для Святого Семейства, места все были заняты. Даже маленькой комнатки не казалось во всем городе Вифлееме. И вот в ночь, когда уже, по сути, приблизилось время рождения будущего Бога человека, не просто какого-то рядового человека, пускай даже какого-то выдающегося, а именно пришло время, чтобы те древние пророчества, которые давно были превозвещены еще пророком Исаием, что придет время, когда Дева родит Сына Божия, который явится Спасителем мира, который на кресте Голгофском пригвоздит грех человеческий и на этом кресте убьет власть греха дьявола над человеческим родом. Вот пришло вот это время, и как оно происходит? Для будущего Бога человека младенца не находится нормального человеческого жилья. И Святое Семейство вынуждено остановиться в худом вертепе. Вот отсюда будет традиция при многих храмах, как в Западе, так и у нас на Руси, во дворах храмах из сугроба устраивают такой-то рождественский вертеп, который служит для нас живым напоминанием того события рождественской ночи. Говоря о празднике Рождества Христова, надо сказать, что для нас это не просто воспоминание какого-то давно происшедшего исторического события. Каждый год все мы постившиеся, может быть, даже и не постившиеся, трудившиеся, не трудившиеся постом рождественским, но тем не менее в сердце некую радость Христа родившегося, по поводу Христа родившегося испытывающего, приходим в храм, и мы своим сердцем, тем более если Господь Бог сподобляет нас еще в рождественскую ночь, приступить еще к святым Христовым тайнам, все мы ощущаем что-то не просто какое-то легендарное событие. Ведь мы, к сожалению, даже в христианском мире мы видим о том, что даже слово «Рождество» в некоторых странах стало уже не политкорректным вслух произносить. Но мы-то в храме стоявшие в эту рождественскую ночь всем своим существом, всем своим естеством понимали, что это действительно некогда происшедшее реально событие. Христос действительно родился и воплотился в Вифлееме Иудейском для того, чтобы нас некогда на Голгофском кресте избавить от власти дьявола, от власти греха. Но это будет еще потом. Это через 30 Христос, Спаситель, обращаясь к иудеям, будет говорить к ним: «Приходите все ко мне, труждающиеся, обремененные, и я вас успокою. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня кроток и смирен сердцем, и только тогда обрящите покой вашим душам». Но это будет через 30 лет. А пока мы видим вновь, обращаясь к страницам Священного Писания, видим тихую Вифлеемскую ночь, видим Святое Семейство, находящееся в вертепе, наступает время Рождества, и кто же является свидетелем этого славнейшего, самого, по сути, одного из, главных событий за всю историю человечества? Это, конечно же, прежде всего, самое главное событие – это светлое Христово воскресение. Рождество, конечно, несколько уступает этому величайшему событию. Только Святое Семейство является свидетелем этого события. И даже само обстоятельство Рождества оказалось настолько превыше человеческих уставов. Рождество было совершенно безболезненным.
И только бессловесные животные являются первыми свидетелями того, как появляется на свет Божий, Сын Божий. Именно они не люди, а бессловесные животные являются, как ни странно, первыми свидетелями явления великой тайны благочестия, когда Слово стало плотью. И очень интересно привести такую параллель некую. Ведь до Рождества, до появления еще Адама, Евы, первых людей, вначале ведь Господь Бог призывает из ничего мир невидимый, животных. Именно они впервые проставляют самым своим житием, своим бытием величие и премудрость Творца. И только потом, как некий венец творения, появляется человек в лице Адама. Так и вот рождается, воплощается во плоти, кроме греха, Сын Божий, привечный Логос, вторая эпоса Святой Троицы, Спаситель мира. И бессловесное животное является этим свидетелем этого величайшего события. И не только бессловесные животные. Недалеке от пещеры, где остановилось святое семейство, в тихой, благочестивой беседе, видимо, проводят ночь пастухи, сторожа свои стада. И вот в эту тихую палестинскую зимнюю ночь является к ним ангел, вид которого пастырей, конечно же, смутил. И вот, видя, что все сидящие около костра люди смутились, тем более видение ангелов всегда считалось чем-то худым, предознаменованием каких-то грядущих бед. И вот, видя все внутреннее смущение, смятение этих пастырей, ангел говорит: не бойтесь, явился вам проповедовать, возвестить великую тайну. Слово стало плотью, и вот вам знамение. Недалеко отсюда, в худом вертепе, вы, если пойдете, увидите свитого в одежде, лежащего в пеленах, лежащего младенца. Вот это и есть тот Эммануил, тот Спаситель, о котором еще несколько сот лет назад предвозвещал пророк Исаия. Пастыри направляются к пещере и действительно становятся уже вторыми свидетелями чуда Рождества Христова. И вот пока они направляются к рождественскому вертепу, к Вифлеемской пещере, внезапно появляется, говорит нам далее евангелист, великое количество ангелов, воинств небесных, которые восклицают дивную рождественскую для нас, для нашего сердца с молодых ногтей известную, хорошо знакомую песнь «Слава Вышних Богу и на земле мир в человецах благоволения». Вот это событие явилось поворотным событием в истории человеческого рода. Казалось бы, неужели Творец твари, тот, который одним своим творческим мановением из ничего создал этот мир, неужели же он не мог родиться в каких-то царских чертогах? Ведь мы видим, и волхвы из далекого Персида появились, Христу поклонились. Вот если бы Христос родился бы во всем великолепии Сына Божия, во всем великолепии своего промысла, в царских чертогах, конечно, многие бы увидели, что вот родился наконец-то Сын Божий, пришедший освободить человека от греха. Конечно, многие бы тотчас, наверное, устремились бы и, возможно, поклонились бы Христу, как волхвы или как вот эти бессловесные животные, которые своим, даже пускай даже немым присутствием почтили Рождество Христово. Но тем не менее, мы можем вполне сказать, что самое событие Рождества Христова оставили место, опять-таки, место подвигу веры. Ведь мы потом хорошо знаем из истории, многие, услышав о том, что Христос родился, к сожалению, не поспешили поклониться к Нему. Не все последовали примеру волхвов, чтобы прийти и принести Ему свои дары, веру, свою любовь к ближнему, чистоту и святость. Многие ополчились, озлобились, и даже зло человеческое, желание убить даже младенца, вот что принес мир. Вот что принесло человечество, только что воплотившемуся Сына Божию. В момент Рождества ангелы воспевают «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». И вот, наконец-то, человеческое, пускай даже погрязшее, уже утопшее в грехах, наконец-то вновь обрело в глазах Божьих благоволение. Они вновь стали любезному сердцу Сына Божьего. Он ради вот этого заблудшего, уже ушедшего в далекую страну греха, по сути, уже упавшего на дно греха, человека воплощается, принимает слабое, немощное человеческое естество, даже подверженное физически каким-то страданиям. И уже угроза смерти явно ожидает. И вот этот момент... И ангелы это воспевают, что мир Божий пришел на землю.
прошло время страданий, что ушло та пустыня, которая вызвала в сердце человеческом грех, все, прошло это время. Наконец-то благодать Божия обильно и зальется на иссушенное грехом человеческое сердце. Она, конечно, должна принести плоды, но, к сожалению, на призыв любви, вернее, на проявление любви Бога человека он отвечает, к сожалению, ему только злом. Дорогие телезрители, дорогие друзья, мы с отцом Михаилом вас сердечно поздравляем с сегодняшним радостным событием. И еще раз хотелось бы сказать, в момент Рождества ангелы возвестили, что мир Божий спустился на землю. Поэтому мы сердечно желаем, чтобы вот тот мир, который принес на землю воплотившийся Богомладенец Христос, почивал бы в нашем сердце. И вот тот вертеп, который принял Сына Божий, пускай наше сердце станет тем рождественским вертепом, в котором достойно воплотил только что воплотившийся, родившийся в Вифлееме Иудейском Христос Спаситель.